возле проходной, я бегаю, ищу, как бы не вижу. А он стоял буквально от меня, ну, может, 2 метра или что. И он меня окликнул. Люда, я вижу, он стоит. Я его не узнала, конечно. Он был весь обгоревший. Волосы его были обгоревшие такие эти. Видео даже на спине были. Это его вот, видишь ты? Это мой муж. Он сам ходит, он сам разговаривает. Еще Сережа, мой муж, звонил ему, он с ним по телефону, ему дали трубку, он говорит, передай люди, что обгорели. И сказал, что он сказал еще? Что обгорели. И сказал, передай людям, Сережа, передай. И вот я подъехала. Его худко забрали? Вот я подошла к нему, мы еще постояли минуту, подъехали скорой помощи, и мы вместе с ним уехали в реанимацию. Вот после этого его забрали, увезли. И последний раз я его видела, когда еще его переправляли в Минск. Это уже было 11 час. Но он уже был без сознания. С трубками. Уже все на искусственном дыхании все было. Ну, вот это все. Это трагедия. Это последнее, что я видела. В Минске нас уже не пустили никуда, мы ездили. Разговаривали с нами очень сухо. В общем, ничего, никакое это не давали нам ожоговый ничего. центр. Нам не предоставляли никакой информации. Мы не могли знать, мы когда звонили, что нам никто даже ничего не говорил. Давали заведующих номера, те заведующие не отвечали. Вообще отношения ужасные в этой клинике. И мы заехали, и хотя бы показать, или что. Не показали. Даже последние, они уже знали, что это конец. Я уже почувствовала по ихнему, что это все. Даже в глаза, врачи в глаза даже не смотрели. Но они даже не показали. Хотя бы последний миг его жизни они могли показать нам. Мы ехали в такой надежде, чтобы увидеть его. Но это никто не сделал. Про Брест расскажи, что в Бресте всех пускали. А в Минске нет. Да, вот в Брест ездили. Ну, там они сами расскажут. Там показывали, они лежали все обидованы. А нам даже никто не показал. И разговаривать с тобой даже там больно никто не хотел.